Зато если очень хочется, можно помыться в реке. На городском пляже Сыктывкара прошел оригинальный квест для отдыхающих. Специалисты центра ГИМС и Спаскоми представили арсенал спасательных средств и рассказали об оказании первой помощи утопающим. Знания сыктывкарцы закрепили на практике, отработали приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Всем ли удалось справиться с поставленной задачей, знает Дарья Ващук. Будний день, разгар рабочего дня, 30 градусов жары. Пляж в Сыктывкаре заполнен. То ли отсутствие горячей воды сыграло свою роль, то ли народный праздник Ивана Купалы. Пляжный сезон в разгаре. Пока одни нежатся под палящим солнцем, другие освежаются в воде. Сегодня без происшествий. Хотя на воде может случиться всякое. В Коме с начала года утонуло 43 человека, в том числе 9 детей. Основные причины это ежегодные, у нас одни и те же, все причины это дети, это купание без взрослых, потому что все дети, которые утонули, они действительно были одни, отданы сами себе, взрослых не было. А взрослые тонут у нас в алкогольное опьянение. Помимо присмотра за гражданами, спасатели проводят учения. Через громкоговоритель зазывают отдыхающих к стендам. Желающие посмотреть, как оказывается первая медицинская помощь пострадавшим на воде, подойдите, пожалуйста. Большинство желающих подходят с детьми. Екатерина Морохина с сыном недавно вернулись из Сочи. Решили не упускать возможности и погреться на солнышке уже в Сыктывкаре. Нет, я не знаю, как оказывать первую помощь. Сотрудники СПАС, Коми и Центра ГИМС показывают спасательные средства. Есть и проверенные модели, такие как конец Александрова и точный снаряд. Знакомят сыктывкарцев и с новинками спас-индустрии. А вот это вот новшество. Это альтернатива спасательному кругу. Точно так же его привязываем к спасательному линию и закидываем. Видите, у него сколько ручек? Это как автомобильный руль. Вот. Если его кинуть, он полетит очень далеко. Пошагово, наглядно спасатели показывают на манекене, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. От слов к делу. Под чутким вниманием спасателей отдыхающие повторяют. Получается сразу не у всех. Да, вот так на сустав давите. Вот, можно так, да. И сверху, вот прямо, сверху вниз. Вот. Почаще, почаще, почаще. Частота толчков должно быть 100-120 качков. В такой ситуации можно столкнуться и не знаешь, как действовать. Вроде хочется помочь, вроде теоретически знаешь, а попробовать хоть раз вот этот толчок, чтобы понимать. Я думаю, что нужно. Я поняла, что искусственное дыхание делается и массаж сердца. Правильно это делать, я думаю, нужно учиться. Вот попробовал поучиться такое делать. Надеюсь, не пригодится. Спасатели отмечают, что предупредить происшествие на воде можно. Главное быть внимательным и осмотрительным, следить за детьми и соблюдать элементарные правила безопасности. Дарья Ващук, Наталья Юрина, Артем Соколов, телеканал Юрган.